Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые телезрители Чеченской Республики и не только. Мы знаем, что ЧГТРК Грозный у нас вещает по всему миру. В общем, все те, кто нас слушает, кто интересуется языками, интересуется историей, интересуется вопросами культуры. И сегодня я считаю, что у нас одна из самых интереснейших встреч, которые когда-либо происходили у нас на Ниве, на научной Ниве. И спешу вас всех познакомить с очень интересным человеком, который оказал нам любезность, оказал нам честь, приняв участие в, не знаю, слово «нашумевшее» здесь подойдет или нет, но во всяком случае резонанс был очень серьезный, причем резонанс в мировом масштабе. Впервые в Чеченской Республике прошла конференция на базе Академии наук Чеченской Республики. И конференция эта носила название «Хурито-Уральский мир и цивилизации Передней Азии. Языки и этнокультурные связи». Поэтому с огромным удовольствием я хочу представить вам своего сегодняшнего собеседника, доктора филологических наук, главного научного сотрудника Института языкознания Российской Академии Наук, профессора Мудрака Олега Алексеевича. Здравствуйте, Олег Алексеевич. Здравствуйте, дорогие зрители. Олег Алексеевич, ну, наверное, наш с вами разговор будет уместнее всего начать с того, каковы ваши впечатления о нашей республике, ну и, разумеется, о той конференции, которая прошла и в которой вы принимали активное участие, как модератор и как просто исследователь. Впечатления можно разделить на две группы. Это впечатление от республики, от посещения города, от людей, которые здесь живут, и впечатление от конференции. Действительно, я первый раз оказался на территории Чечни, хотя связан каким-то опосредованным образом именно тем, что я занимаюсь исторической фонетикой нахских языков. Впечатление самое благоприятное. Город поразил своими новостройками, своими красивыми, удивительными зданиями, чистотой. Вот, может быть, зелени мне показалось, что не хватает, но в основном я, конечно, выходил только Не самое зеленое время сейчас. поздним вечером, ночью, и это все, может быть, скрадывалось. И явно хочется еще раз оказаться уже в более спокойной обстановке летом и совершать путешествия. А также вот сегодня уже мне довелось съездить в Аргунское ущелье. С одной стороны удивило, с другой стороны мне напомнило другие места Кавказа. Поразило само ущелье большим количеством зелени на горах, то есть в отличие от дагестанских гор, которые скорее голые, здесь в зеленой шубе. Увы, подкачала погода, что было пасмурно, но в целом впечатления остались только самые замечательные. Что касается конференции, необходимо отметить, что, конечно, эта конференция проводилась только первый раз в Грозном, на территории Чеченской Республики. Это первый опыт проведения такого типа конференции. Вообще, я бы, может быть, конечно, я ошибаюсь, но мне кажется, что в России такой комплексный подход к изучению хурицко-уральского языков и их внешних связей. Конференция удалась. Удивило большое количество приглашенных гостей, которые нашли в себе силы приехать и выступить со своими докладами. Поразило, что многие исследователи, как западноевропейские, так и из других стран, из Ирана, из Грузии, смогли подключиться по сети и
зачитать свои доклады в режиме онлайн через интернет, а также ответить на вопросы. Удивил уровень докладов большинства этих специалистов. И в приятную сторону меня удивил, конечно, уровень подготовки, по крайней мере, по моей части, специалистов из Чеченской Республики. То есть проходных докладов по моей тематике скорее не было. Все они были посвящены конкретным проблемам и конкретным, не обязательно решениям, но интерпретациям или вопросам, которые требуется, постановкой вопросов, которые требуется решить и которые значимы в дальнейшем будут для науки, не только языкознания, но и связанных с ним гуманитарных дисциплин. Могу сказать, что с первого раза получилось конференцию поднять на самый высокий научный уровень. Вот у меня по ходу вашего повествования возник такой вопрос. Мы знаем, что более 40 докладов поступило на эту конференцию, многие из них были озвучены, в том числе в режиме онлайн. Вот. Мы слышали мнение известнейших ученых, ну, например, из Соединенных Штатов Алана Бомхарда, мы слышали француза Фурнье, мы слышали Жан-Паула Тардиво, мы слышали многих, так сказать, представителей мировой лингвистики, не только Западной Европы, которая достаточно насыщенно была представлена на этой конференции. Мы слышали представителей тех университетов, тех научных направлений, которые, в общем-то, находятся в состоянии очень серьезного дискурса по лингвистической тематике. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, почему вот эта древняя языковая тематика так интересна миру, учитывая географию этого интереса? Мы видим, что эта актуализация не становится, скажем так, более умеренной. То есть она наоборот активируется, она наоборот выходит на новые стандарты, выходит на новый более высокий уровень. Вот почему такой интерес к лингвистике Кавказа и его этнокультурных связей с древними цивилизациями? Древние языки, про которые нам, человечеству было известно уже с 19-го, с 20 веков, такие как хуритский и урартский, они в свое время имели словари. Это скорее были словари учебные, предназначенные для тех, кто учился письму на этих языках, то есть для учеников. После этого проводился анализ текста и определялись значения других слов, которые там не встречались в словарях. Изучалась грамматика, но внешние связи фактически не были известны вплоть до конца, до последней трети XX века. Связано было это с чем? Связано это было с отставанием сравнительно-исторического языкознания в области изучения языков Кавказа. В отличие от индоевропеистики, где языки были известны, описаны, составлены словари, и можно было с ними работать, в большей части оказалось, что документация и составление словарей языков народов Кавказа, они фактически произошли только в 20 веке, ближе ко второй половине 20 века. Появился, соответственно, словарный материал, и уже стало можно проводить сравнение. Потому что иначе что мы будем сравнивать, если от этого языка известно 3 слова, а от другого 20 тысяч. Как-то глупо сравнивать такие несопоставимые вещи. В результате работы в национальных республиках были составлены
большие переводные словари. Ну, переводной — это такой-то язык, там, чеченско-русский, там, аварско-русский словарь, вот это вот называется переводным. А кроме того, в некоторых республиках даже и толковые словари или фразеологические, которые дали нам языковую информацию. Как только появилась словарная база для языков Кавказа, уже стало возможным начинать их сравнивать, интерпретировать, и понимать, и решать, понимать, насколько они родственны между собой, и решать, и пробовать делать реконструкцию. Я бы очень сейчас хотел, чтобы вы, может быть, даже приводя какие-то конкретные примеры, на каких-то словосочетаниях, каких-то словах, вот в том сравнительном анализе слов из древности и нынешних слов, рассказали вот об этой, как вы в уменьшительно, ласкательно, так сказать, отзываетесь, и нам это приятно, нам, представителям нахских языков, представителям нахской культуры, вот про эту нахскую, или как еще говорят в лингвистике, это, кстати, тоже спорный момент, нахско-дагестанскую веточку. Нахско-дагестанская ветвь, или восточно-кавказская, это равноценные названия, но нахско-дагестанская более исторично, то есть эта номинация, это название применялось и до работ Николаева и Старостина в традиционном кавказоведении, и отражает языковую реальность, даже не просто языковую, а языковедческую. С чем это связано? У нас есть способы, есть математические модели, которые позволяют по данным сравнительного исторического языкознания определить уровень родства или время распада конкретных языков. Как правило, это работает для тех языков, которые всесторонне хорошо описаны и для которых уже придуманы этимологии, то есть найдены внешние сравнения. Дагестанские языки начинают распадаться практически на 500 лет позже. То есть они продолжают сохранять свое единство, и потом уж там только начинается распад с выделения северо-западной и юго-восточной ветвей, а дальше еще каждая из этих веточек уже делится дальше, и в конце концов мы имеем там андийские языки, аварский язык, лезгинские языки, даргинские И все это языки, те языки, лакские языки. да, Это все языки дагестанские. дагестанские, и все-таки они из того А, или языка, который предшествовал, да, о распаде которого вы сейчас рассказываете, на эти ветки. У них было общее развитие. Нахские языки уже жили своей жизнью и не подчинялись этим общим законам, которые действовали в оставшейся части. Если взять современные нахские языки, то в нахскую группу мы включаем 3 языка. Вот по уровню значимости для реконструкции нахской фонетики и нахского словаря, ну, имеется в виду этимологического словаря, можно так сказать, что первый — это чеченский, потому что очень хорошая лексикография, особенно в 20 веке, мало того, что чеченский литературный очень хорошо был описан Мациевым, потом исследователи такие, как Арсаханов и Лероев, занимались диалектологией чеченской, и было записано большое количество слов, которые отсутствовали в литературном, но которые тоже являются старыми своими родными словами. Следующим по уровню значимости для реконструкции у нас является ингушский, тоже довольно большой словарь, но, увы, по количеству слов, которые там представлены, он уступает чеченскому.
И можно сказать, что ингушская диалектология пока находится немножко в зачаточном состоянии, и нету диалектных словарей, и этот вопрос требует изучения, и надеюсь, что там материал в конце концов появится. Даже согласно вашей таблице, ну, например, там во 2 столетии до нашей эры. Да, где-то. Вот, собственно, сейчас благодаря этому материалу можно делать реконструкцию и определять звучание, как это звучало до времени распада, и определять, что это слово значило. И этот новый нахский материал дальше уже использовать для сравнения с родственными дагестанскими видите, друзья, языками, какие у нас перспективы. с дагестанскими языками. А также надо всегда помнить о том, что все-таки народы живут не в пробирке, они контактируют с соседями. А соседи могут говорить не на родственных языках, они могут говорить на неродственных языках. Это обычная, довольно частая ситуация. Где они были распространены, какие следы... То есть, чтобы было понятно нашим телезрителям, то есть на слух, да, нечто близкое к родной речи, а может быть даже родную речь, с какими-то известными изменениями, которые претерпел язык, согласно вашей же схеме, да, которую мы вчера видели, все-таки современный чеченец этот язык услышал бы еще сколько, если мы говорим о 3 столетии до нашей эры, это у нас получается 2300 лет, да, условно говоря. Ну да, там... по значению. То есть, но когда у нас еще следующие 2000 лет накладывается, там уже становится... Это безусловно. Мы выявили некое все-таки такое, назовем его, братское родство между старыми древними хурито-уратскими языками и современным нахским языком. Да? Ну, они не современные. Все-таки мы, благодаря реконструкции, мы можем 2000 лет скинуть. Понятно. И сравнивать, понятно, сравнивать тот старый язык, да. Тот старый язык, да, который... Да. Ну, понятно, ну, вы понимаете, о чем я говорю, в любом случае корни идут оттуда, вот, и даже если мы говорим о современном чеченском языке, который, так сказать, является правнуком, так сказать, вот того языка, о котором мы с вами говорим, да, который вот оставил либо там свои корни, либо оттуда корни, так сказать, пришли сюда. Я к чему это все? Это очень интересный вопрос. Все-таки откуда шла волна? Из Передней Азии, от Южного Кавказа, от хуритов и урартов в сторону нашей родины нынешней, либо все-таки эта волна ушла туда, в Переднюю Азию. То есть, вы понимаете, да, о чем я говорю? Очаг вот этот вот все-таки где был? Там, не знаю, этнический, лингвистический, этногенетический. Тут можно много разных, так сказать, дисциплин приводить. Мы сейчас говорим о языке. Язык что-то вам подсказывает о том, где было происхождение, откуда этот язык идет? С Северного Кавказа, от нахов условно к хурита-урартам, или оттуда, значит, он идет севернее туда, на северо-восток? Вопрос определения прародины языков и языковых семей является одним из самых сложных. Вот, например, для индоевропейских самых изученных до сих пор бьются копии. Одни помещают там в донских степях вообще прародину индоевропейцев. Иванов и Гамкрилидзе помещали в Анатолии, то есть на территории современной Турции или там Великой Армении, прародину индоевропейцев. А с другой стороны, есть теория, что там на территории современной Венгрии жили индоевропейцы. И там есть разные аргументы, но в целом по языковым данным, конечно, мы можем определить, во-первых, и название там деревьев, которые там есть, и явно довольно большое количество лексики общей, связанных с горами. То есть предки дагестанцев, они жили в местности, которая, скорее, конечно, была не равнинная, а предгорье. Какие-то предгорья, где конкретно это нам нужно решать.
Название северокавказские языки, оно условно, оно отражает только то, что языки-потомки фактически все живут сейчас на Северном Кавказе. Жили ли языковые носители южнее хребта Большого Кавказа? Это мы можем выяснить несколькими способами. Ну, вот уже упоминалось о хуритах и урартах, они живут южнее Северного Кавказа и находят специфические параллели с нахами. В армянском языке есть довольно большое количество заимствований, которых мы можем уже сейчас найти этимологию, это заимствования из кавказских языков и очень много именно заимствований нахского типа. По моим прикидкам, порядка 460 слов. Там связано с социальными отношениями, связанные с названием домашних животных, то есть видно, кто кому что давал. Разумеется, параллели есть, параллели такие встречаются и с Грузией, очень есть, да, и грузин, есть заимствование грузинское. То есть какой-то элемент нахский существовал, конечно, и на территории южнее Кавказа. Есть еще некоторые языковые свидетельства. Ну, например, это появление вот этих специфических сочетаний, про которые я уже говорил, которые отражаются в хуритском и урартском, которые мы видим только в нахских языках. Они связаны с такого же типа сочетаниями, которые есть в общем предке грузин, мигрелов, лазов и сванов, то есть в прокартвельском языке. Такие два события они не могут проходить независимо, такого не бывает. Все-таки скорее, конечно, основная масса их жила на территории Закавказья. Ну, Закавказье ближе к месту распространения семитских языков, где могли происходить контакты. И просто в результате исторических событий, там, последних, не двух последних тысячелетий, а может 5 последних тысячелетий, кто его знает, они были оттеснены вот именно на Северный Кавказ, где всегда все-таки условия похуже, чем в тех местах, где южнее. Да, конечно, в данном случае. Так что здесь скорее можно предполагать, что прародина дагестанских, она, ну, по крайней мере, точно она включала в себя территорию какую-то территорию Закавказья. И Северного Кавказа включительно. Ну, Северный Кавказ вот, вполне. Ну, вот, тем более, что вот это так называемая нахская айкумена, назовем ее так, особенно если мы говорим о первом тысячелетии до нашей эры, о котором была написана, на мой взгляд, блестящая работа Гурама Гумбы, да, и белые пятна раннесредневековой истории нахов, а эти пятна на самом деле они имеются, и я очень надеюсь, что когда-то мы откроем свою Трою, так сказать, да, в этих. Я очень надеюсь, что эта помощь нам будет оказана, и в том числе и со стороны Российской академии наук, Института языкознания, вот, наших коллег из Грузии, из Армении, которые бы уже сейчас делятся с нами бесценным опытом. Вот, ну и как бы подводя некий итог нашего с вами разговора, и раз я уж упомянул Трою, вы знаете, меня не покидает ощущение, я не являюсь лингвистом, я историк, у меня несколько иное направление, но, как вы понимаете, наука без полидисциплинарного подхода, она сегодня не наука, потому что, изучая наши древности, мы обращаемся не только там к новейшим
возможностям, современным возможностям той же археологии, да, мы обращаемся даже к палеонтологии, мы обращаемся к лингвистам, мы обращаемся да даже к микробиологам, в конце концов, мы можем обращаться, да, изучая те или иные, даже вот эти, так сказать, экспонаты, которые у нас живо свидетельствуют о, так сказать, бойкой торговле, которая шла в раннем средневековье. Вот, например, это вот эти вот кубки, которые перед вами, стекло, это византийские. Значит, о чем это говорит? Это говорит о том, что наши предки достаточно бойко торговали, так сказать, с Византией, вот, что чеченские предки, ну, во всяком случае, как минимум, может быть, в качестве такого важного субстрата существовали в аланском пространстве. Вот, вот эти надписи, которые вы видите на этих чашках, это надпись, которая говорит о очень тесных связях с грузинским народом, потому что эти чашки мы находим здесь, на территории Чечни. Скорее всего, значит, они были завезены сюда в домонгольский период. Ну, мы это датируем примерно, может быть, концом XII, началом XIII веков. Исследования еще идут. И там надписи на старом грузинском языке Асамтаврули, Ну, да, письмо, которые вы письмом, идентифицировали. Письмом Асамтаврули, Да, вариантами да, письма. Да. И это говорит о том, что все-таки чеченский народ и его предки, как пытаются некоторые, я даже не называю этих людей представителями околонаучного сообщества. Стоять рядом с наукой — это очень почетно. Ну, какие-то, вы знаете, есть некие блогеры, экзальтированные особы, которые страдают такой страшной болезнью, как ничем не подтвержденный ура-патриотизм и так далее, пытаются, так сказать, сдвинуть чеченский народ, его древний язык, его древнюю культуру на обочину цивилизации, вот, куда-то там непонятно куда. Ну, это за этим стоят определенные силы, которым, слава богу, в своей деятельности, стараясь быть академичными, мы с вами никакого отношения не имеем. И слава Богу, слава Всевышнему. Все-таки одним из атрибутов чеченского костюма или, скажем, чеченского одеяния и частью обязательного дресс-кода, если можно так выразиться, еще в 20 веке был кинжал. И мы знаем, что были определенные работы, связанные с этим оружием. Мы знаем, что были кое-какие аналогии, о которых вы знаете. Поэтому я бы хотел вас попросить рассказать о том, о каких параллелях, ну, в том числе скифских, идет речь в данном случае. Одна из характерных черт скифской культуры, культуры мужчин, это короткий меч, который в греческих источниках приводится его название Акинак, Акинакос. Понятие скифы многозначное, оно включало скорее северо-восточных каких-то варваров через Черное море. И характерной чертой был у них меч Акинак. Не исключено, что первые названия этого кинжала греки получили, ну, когда было плавание аргонавтов, или там что такое мифическое, когда они вышли на территорию там современной Грузии, и там слово это не имеет никакой иранской этимологии, не может быть отнесено к пласту иранской лексики. Да, вот. Несмотря на то, что их описывали как скифов. Да, так что... Да, это, кстати, из той же самой, и не только из армянской географии, о которой я вам говорил, все, вот весь тот край, который мы называем Южным Кавказом, да, там, западным, северо-западным, северо-восточным Кавказом,
и вплоть до устья реки Танаис, это мы знаем древнее название Дона, вот, и вот чуть ли не до северных территорий нынешнего или южных территорий нынешнего Азербайджана. Это как бы, во всяком случае, так считали эти историки, монахи, что это была Скифия, которую, так сказать, тем не менее населяли некие нахчиматьяне, вот, которые занимались земледелием, которые говорили на очень интересном звучном языке и так далее, и так далее. То есть это все переводил и озвучивал профессор Варданян, с которым мы как раз и беседовали по поводу. Это было огромное хранилище, я был просто поражен тем, как армянские коллеги, с каким трепетом и с каким уважением они относятся к древним источникам. Вот, за это им большой респект. Вот. Поэтому я тоже с вами абсолютно согласен в той части, что скифы — это очень такая история многогранная, которую... Собирательное да, название, это не скорее, то, это связано с укладом, а не как... Там столько лоскутов в этом да. одеяле, что ни один из народов ныне живущих все это одеяло на себя, разумеется, ни в лингвистическом, ни в археологическом, ни в историко-культурном смысле на себя, разумеется, тянуть не может. Точно так же, как та же самая аланская тема, да, как тема взаимовлияния языков, чтобы там одни тянули это одеяло на себя и говорили, что непременно, так сказать, вот скифы — это вот только мы, или аланы — это только мы, или там сарматы — это только мы, и так далее, и там аланы, как мы уже говорили, которые, так сказать, сегодня эта история раздирается, так сказать, разными народами, да, между разными да, этносами и так далее, что с научной точки зрения, может быть, политики делают на этом какие-то, так сказать, дивиденды, что с научной точки зрения, конечно, непродуктивно, и слава богу, что есть такая часть жизнедеятельности человечества, как наука. Всегда наши преподаватели говорили о большой осторожности к такому слову, как тенденциозность. И поэтому, что историку, что лингвисту, каждое слово которого очень резонансно может откликнуться на судьбах народов, на отношении их между собой и так далее, должны быть очень осторожными, должны быть очень деликатными. И самое главное, они должны быть профессионалами. Спасибо вам огромное за то, что вы любезно согласились сегодня принять участие в этой, ну, почти стихийно образовавшейся передаче. Да. Вот, очень надеюсь, что наша республика, наша академия с ее пока еще достаточно скромными возможностями, но тем не менее имеющая очень амбициозные планы, станет для вас местом притяжения как ученого, как исследователя, ну и как просто гостя нашего народа, гостя нашей республики, нашего славного Грозного. Еще раз огромное вам спасибо. И вам спасибо, уважаемые телезрители. Дейл Рейсхил, Дайл Си, Дойл, Дайл Мо'ла, Хока Бол Бирбуой, Ака Эльмант, Ака Хюгардуой. И все разговоры, вот наш разговор с уважаемым Олегом Алексеевичем, даже этот предварительный разговор уже развивает, так сказать, или разрывает на части, или отправляет в никуда все мифы и стереотипы негативные, которые пытаются связывать с нашим народом, о том, что у нас там нет языка, что у нас там нет культуры, что мы какие-то варвары, какие-то дикари, что что вообще мы отрезаны от прошлого. Ну а любой народ, который отрезан от прошлого, он отрезан и от будущего. И, конечно же, не могло быть так, чтобы народ, не имеющий ни языка, ни культуры, мог просуществовать вот такое вот огромное количество лет, имея славную лингвистическую историю, о которой уважаемый Олег Алексеевич нам сегодня, как выдающийся российский ученый, поведал. Я могу вам пообещать, как руководитель Академии, что мы и дальше
будем продолжать нашу научную деятельность во славу науки, во славу Российской Федерации и во славу нашего с вами любимого чеченского народа. Спасибо большое за внимание. Адикюэль.